Этот как раз тот. А с ним Дарья Кучеренко. Слушайте по будням с 9 до 10 «Уфимский разворот». Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро. Боже, царя храни. Кто в нашей студии? Стас Михайлов. Дарья Кучеренко, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Присоединяйтесь к нашей трансляции на YouTube, пишите там комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я тебя так давно здесь не видела. Даже не еще помню. бы столько же не видеть, да? Нет, я даже не помню, когда мы с тобой последний раз вместе эфир Ты кто? вели. Я соскучилась. Нет, неправда. Нам можно писать смс-сообщение +7 927 304 10 51. О чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим про транспортный коллапс, который у нас снова случился в Уфе. Да в ладно, конце на дорогах прошлой свободнее недели. стало. Выясним это. Поговорим про обыски в одном из уфимских колледжей, про то, что часть территории Свердловской области может отойти к Башкортостану. Представляете? А говорили, укрупнения регионов не будет. Будет еще Сами как. придут. Еще поговорим про елки. В общем-то, спросим у вас, какую вы предпочитаете. И про бренды Башкирии, если успеем, тоже сегодня поговорим. Надеюсь, что вы будете активными. Мы приготовили много разных голосований. Начнем давайте мы с, я считаю, одной из главных тем конца минувшей недели. Ну и начало нынешней, потому что ситуация не изменилась. 15 декабря в пятницу нам сообщили радостную весть. В очередной раз перестали ходить трамваи и троллейбусы в Уфе. Я сегодня трамваи видел. Где? Он крался огородами. Мимо твоего дома? Да. По Карла Маркса, да? Практически пореволюционный. Но ты знаешь, вот обычно кто не ездит на трамваях, как-то так случается, они не замечают, что трамваи и троллейбусы перестали ходить в городе. Кто на машине ездит, кто пешком ходит на работу, как мы с тобой. Это заговор продавцов автомобилей, вообще, я думаю. А те, кто ездит, говорят, что, конечно, очень плохо. В общем, невозможно на работу добраться зачастую, потому что есть части города, откуда можно доехать только на трамвае. Допустим. Плохо стало тогда, когда трамвай порезали, и северная часть отделилась от южной, и когда на Ленина плохо перестали стало еще ходить. тогда. Сейчас да, это еще все тогда. симптомы. Тут противоречивая информация. Дело в том, что энергосбытовая компания башкирская, которая обычно первая сообщает новости о том, что она ограничила подачу электроэнергии, она, в общем, сказала, все это из-за долгов города. Правда, такая вещь интересная, сайт не работает сейчас у энергосбытовой компании. Я не могу зайти посмотреть, прочитать вам их Мэрия пресс-релиз. отключила рубильником. Мы тут уже гадали, почему. Представляешь, если они действительно забыли заплатить за домен, в общем, и у них сайт отключили за неуплату. Ну, бывает. Не знаю, в общем, написано, что компаний. не удается просто получить доступ к сайту. Все другие ссылки у меня открываются. Ну, тем не менее, мы когда новость писали в пятницу, их позицию у себя в новости на сайте отразили. Они, в общем, говорят, что город заплатил в ноябре 21 миллион рублей, когда было очередное отключение электроэнергии. И все. И, в общем, на этом перестал платить. И там уже задолженность 200 миллионов рублей, даже больше. А администрация говорит совсем иное. Ну вот они прокомментировали, выпустили официальное сообщение. Руководство ООО ЭСКБ заняло неконструктивную позицию, что может привести к остановке электротранспорта, который является социально значимым видом общественного транспорта. Ну, уже привело. Да. Ну, в общем, остается, сообщает мэрия, текущая задолженность за ноябрь. Все остальные долги выплачены. Вот тут, конечно, непонятно. Предстоит сегодня нам еще разобраться. Ну, вообще справки на справку тут говорится. Кто вот СКБ прав? должны предоставить справочку о том, что долги имеются и за какой период. И мэрия должна предоставить справочку, соответственно. Что долги погашены. Долги, да, то существуют текущие. Вот здесь голосование напрашивается интересно у нас. Потому что СКБ
СКБ говорит, это вынужденная мера. Они всегда это подчеркивают. Мы вынуждены ввести ограничения, потому что за 10 месяцев нам не заплатили. А администрация им отвечает, но это общественно значимый транспорт, и вы вот такими методами просто подставляете нас, можно сказать. Вот чья позиция вам в этом вопросе ближе? Энергосбытовой компании, которая идет на такие радикальные методы, чтобы уже забрать свои деньги, 262 72 47, или администрации, которая говорит, не надо сразу на такие радикальные меры идти, давайте как-то договариваться, 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Чья позиция вам в вопросе отключения электроэнергии на инфраструктуру трамваев и троллейбусов вам ближе? Энергосбытовой компании, которая идет на эти ограничения уже от безысходности, как она это показывает, в общем, деньги не платят. В общем, что делать? Приходится уже ограничения вводить. 262 72 47. Или администрации, которая говорит, социально значимый, общественно значимый транспорт, и, в общем, СКБ берут вот так вот и поступают, хотя могли бы договориться. 262 72 48, вам ближе позиция администрации города. Ну и можно нам писать, +7 927 304 10 51. Да, ты за кого? Кто виноват? За красных или белых? Вот сложно, на самом деле, сказать, не обладая всей полнотой информации. Но ты как чиновник говоришь сейчас. Нет, ну правда, если быть справедливым, да, вот с одной стороны, если соседи вот, твои не платят кучу времени за квартплату, за уборку подъезда, вот, вывешивают списки, да, и ты... Меня вывесили в лифте. И ты да, на всех домах так. И, у тебя какая там самая большая задолженность? У меня 110 тысяч 200 я нашла. чего-то, сколько-то там... Были больше. Побогаче люди живут. Были и больше суммы. Сейчас как-то меньше. И не выселяют, они пользуются теми услугами, да, подъезд нам не убирается и так далее, и так далее. Естественно, ты тихо приходишь в осатанение, подметая в очередной раз подъезд. Сам, что ли? Но бывает, что и так, когда проходной двор. Это отдельная история. И ты понимаешь, что, может быть, к чертовой бабушке выселить за 101 километр вот таких товарищей. Причем это же не бедные люди, ты же, соседей примерно знаешь и по номерам квартиры. В какой регион выселить? За 101 километр. Область. Есть Новоалександровка. Пусть вот там ремонтируют за свой счет. Живут. В общем, чья позиция вам ближе? Энергосбытовой компании, которая такими радикальными методами решает проблему. Не платят ей за электроэнергию, раз и отключила подачу электричества на трамвайные и троллейбусные пути. 262 72 47. Или администрации города, которая как-то предлагает, видимо, договариваться, не знаю, конечно, как она там предлагает, но жалуется, что СКБ ведет себя не очень хорошо, а отключает общественно значимый транспорт. 262 72 48. Ну, не проснулись еще наши радиослушатели, прям неактивные они у нас утром в понедельник. Давайте, просыпайтесь. Да просто автовладельцы понабрали или в кредит автомобили. Уже, видимо, все на работу доехали, да уже пробок забыли, нет что в городе. Такое троллейбус. Это мне на днях знакомый рассказывал, сказал, мы с ребенком в троллейбусе ехали. Я говорю, и что? Нет, слушай, он имел в виду другое. Он имел в виду, что мы успели между вот этими отключениями проскочить и прокатиться на троллейбусе. Нет, ну тут по школам и детским садам информация тоже пришла по возможному отключению. Там долги за тепло такие же огромные. Ого. И то там есть, список практически из всех школ. Я открыл список на сайте тепловой компании, теплоснабжающей, и пришел в тихое опупение, мягко скажем. Пора запасаться теплыми носочками и свитерами. Да-да-да, и все это вот вообще появилась тенденция, как мне кажется, после ШОСа БРИКС все-таки. Вот эта странность. Потому что раньше как-то не покушались на такие вещи, даже несмотря на долги, тем более, что это все бюджетирование. А бюджетная сфера между собой могут договориться. 262 72 47, вам ближе позиция энергосбытовой компании, которая решает методы вот
радикальным способом, не в первый раз. Если не платит за долги, она просто отключает подачу электричества. 262-72-48 вам ближе позиция администрации, которая, в общем, против таких методов и уповает на то, что это общественно значимый вид транспорта, и нельзя просто так взять и поступить, как поступает энергосбытовая компания. Ты знаешь, может быть, они, извини, перебью, может, они готовят для скоростного трамвая на газовом топливе? Может, конечно, все быть, давай верить в хорошее и доброе. Вот я захожу на сайт МУЭТ, муниципального электротранспорта. Он работает, да, несмотря сайт на долги. Работает. Я помню, как в ноябре, когда отключали электричество, и, в общем, подачу электричества. Я писала об этом пост в Фейсбуке, и Оскар Фазлыев, который является директором МУЭТ, он пришел там ко мне в комментарии и, в общем, писал мне, что все они на сайте написали, что, в общем, там говорю неправду, что на сайте МУЭТ этого ничего нет. Все, да? И кинул мне, знаешь, ссылку. Действительно, когда по ней проходишь, видно, что есть эта информация на сайте, но есть такой хитрый момент. Вот я захожу на сайт МУЭТ, и вот посмотри, вот у них сверху тут красная строка такая, вот, которая меняется. Ну, в общем, тут бегущая. Ну, она не совсем бегущая, но тут как слайдер, да, так вот листаются, в общем, эти заголовки. И я вот пока сколько смотрю, пока я все это рассказываю, еще не видела ничего про отключение. Оно, я уверена, есть, но чтобы попасть на эту информацию... вручную листает. Нужно еще знать, что в этой строчечке появится эта информация. А так у них, посмотри, все хорошо на сайте. У них тут, в общем, рассказывается про то, что первый автономный троллейбус вышел на регулярный маршрут в Приморском районе. Екатеринбург году может купить электробусы. В общем, все про то, как хорошо в других городах. Тем не менее, в группе МУЭТ ВКонтакте они пишут об этом. Правда, там 404 подписчика, но это они все те, кто ездит на трамвае. Сообщают о том, что было отключение электроэнергии. И у них, знаешь, последнее сообщение по работе трамваев 15 декабря. Там написано, что возобновлено движение маршрута, который поломался. И все, собственно говоря. Больше они не писали. Ну, а что писать? Трамваи, троллейбусы не ходят. Писать, собственно, не о чем. Ты знаешь, у них вот только странно появился такой пост. Если вы произвели пополнение транспортной карты и по каким-либо причинам хотите осуществить возврат внесенных средств, вам необходимо обратиться в Центр технической поддержки. Я однажды сел в трамвай. Вчера вечером написали. Трамвай, да, и хотел оплатить картой, наивный, увидев вот эту наклейку. На меня посмотрели, как на сумасшедшего, и я быстренько вышел на следующей остановке, да? Ну, давай будем подводить итоги голосования. Вот Любовь нам тут пишет. Виновата республика, которая не вернула Уфе расходы на шоссе Брикс. Ну, это одна из версий, почему город он сейчас... Да, это бытующая версия. В таком сложном периоде пребывает. И почему, кстати, вот власть оставляет, собственно, без транспорта столицу. Давай подведем итоги нашего неактивного утреннего понедельничного голосования. Тем не менее, 25% на стороне СКБ, 75% на стороне администрации города. Ближе им подход администрации. Вот, кстати, Азамат Галин комментирует на странице: Уфа-Водоканал должен СКБ за светную электроэнергию 300 миллионов рублей. Так что отключат воду горячую, холодную. Кстати, завтра по городу у нас объявление висит: в центре отключается на весь день горячая холодная вода. Боже мой. Ну, по крайней мере, в нашем районе Карла Маркса. Сломалось что-то? Непонятно. Там такое рукописное объявление, причем неясно. И Башинформ опубликовал, что чуть ли не вся Черниковка, там огромный список улиц, тоже остаются без воды. Якобы какая-то врезка, тоже довольно странно. Ну, в общем, это без света, без газа, без канализации, с ведрами. Жалко, колонки убрали. Раньше хоть вот рядом на гостинице Башкирия на Ленина в центре города была колонка. Жалко, что на конях перестали ездить. Раньше сел на коня и поехал куда надо, а теперь трамвай не ходит и не знаешь, как добраться. Да-да-да, по городу ходят Оскар Фазлыевы со свечками. Давай мы сейчас поменяем тему и почитаем, что писала пресса.
В общем, что мы хотели вам прочитать? Тут странная история произошла в одном из уфимских колледжей. К ним пришли люди в камуфляжной одежде. В общем, говорят, что проверяющие, а потом выяснилось, что это просто воспитатели, которые любят так одеваться. Но проверка якобы все равно была. Ты предпочитаешь, чтобы они голыми, что ли, пришли? Ну, если воспитатели, то как обычно. То есть в жизни там 12 воспитателей или сколько их там было, 14. Все ходят в камуфляжной одежде. Это не вызывает некие подозрения. Ну, вообще хочется вызвать психиатра, как минимум. Profu.ru пишет, что студентка колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства рассказала им, что в 10 вечера 12 декабря в общежитие, где она живет, ворвались люди, они стали заходить во все комнаты, осматривать личные вещи, открывать шкафы, ничего не объясняя, не рассказывая, что происходит, не показывая никаких удостоверений, никаких разрешений. Как рассказала вахтер, дежурившая в общежитии в эту смену, студенты были вообще в шоке. Ей, этой женщине, якобы проверяющей, показали приказ за подписью директора колледжа и пояснили, что осмотр проведут в рамках борьбы с терроризмом. Потом Profu.ru созвонилась с директором этого колледжа. Булат Бектимиров как-то нервно отреагировал, пишет портал, и сказал: мои сотрудники проверяли, нет ли посторонних людей в общежитии. Да, это мои люди, они пришли. И на вопрос журналистов, не стоило ли предупредить вахтера общежития о том, что придет проверка, он сказал: я, в общем, сам знаю, как мне лучше делать, не надо мне тут указывать, как работать. У них, может быть, вечеринка была. Хэллоуин как бы давно прошел. Это, в общем, вечеринка в честь выдвижения Путина. Вежливые люди пришли в общежитие. В честь пресс-конференции Путина. Заместитель директора заявил, что люди в камуфляжной одежде — это воспитатели, которые просто любят так одеваться. Это их стиль одежды. И прочее, да. По словам заместителя, в общежитии есть номера гостиничного типа. В колледж якобы поступили какие-то сигналы, из-за которых в целях профилактики и поддержания антитеррористического режима был проведен осмотр. В следующий раз они приедут в костюмах санэпидстанции и будут искать тараканов, мышей, крыс. Наверняка они там есть, искать долго не придется. В кабинете директора, да? Довольно странно, если это люди, которые действительно проводили осмотр в рамках поступившего сигнала, а это вообще вполне могло произойти, учитывая, сколько сейчас сообщений о минировании, которые ложными потом оказываются. Почему приехали воспитатели какие-то, которые... Они не уполномочены. Не, на основе приказа тут однозначно незаконный. Вообще это, по сути дела, иск как минимум к директору. Это вторжение в личную жизнь. Нет, это незаконный обыск. А с другой стороны, воспитатели могут заходить, насколько я знаю, в комнаты общежития и проверять, действительно ли там все в порядке. Ну, может, они постучались перед этим. Конечно. Ты веришь в это? Постучались. Ну, конечно, постучались вежливо, а потом зашли и посмотрели все твои там вещи. Там девчонки неглиже. Что? Почему сразу в неглиже? Что у тебя за фантазии, почему Стас? фантазии? Нет, ты подожди, в общежитии в полном обмундировании, все в неглиже ходят, да? Ну, неглиже — это имеет халатик и какой-то домашняя одежда. Так-то. Своеобразное представление и трактовка этого слова, ну да ладно. Ну вот смотри, на фотографии молодые люди, которые одеты в такой расцветки хаки, куртках. Я нашим радиослушателям объясняю. Штаны у них такие, берцы, у одного бандана. Тут интересно, что воспитатель говорит, заместитель директора по воспитательной части говорит, что было всего 4 человека. Девочка, которая рассказала порталу Profu, говорит, что их там было не менее 12. Но судя по фотографии, которую Profu опубликовал, их 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не менее 6 человек, это точно. В общем, они стоят тут, разговаривают с девушкой с какой-то в коридоре. Вот такая если история. Нас сажают за Конституцию, за то, что ты в руках ее держишь, в общем, неудивительно, что у нас вот такие методы в строительном или в архитектурном там колледже. Вообще в нормальном, да, правовом государстве господину директору светит срок, ну, как почему минимум. ты так сразу утверждаешь? Ты же не знаешь, что там на самом деле произошло. Пока мы лишь можем говорить о том, что это он выглядит не может странно. вторгаться. Нет, подожди, к тебе в общежитие. Так да? это ж не твоя частная территория. Не, секундочку. Это территория, принадлежащая колледжу. Нет, комнату, которую тебе сдают, это, по сути дела, твоя частная территория.
Тебе ее, возможно, кажется, бесплатно сдают, или да ты какая платишь разница, копейки. платно или бесплатно? Большая разница. Это твоя территория. Понимаешь, это твоя территория, это частная жизнь. Вторжение в частную жизнь вообще, вот это моветон, вот, как минимум, да? Я тебе еще раз говорю, что это нормальная практика, когда в общежитиях проводят осмотр комнат и смотрят, есть ли там посторонние. Это ненормально. Как там вообще? Это практикуется. Наверное, у них это прописано в уставе. Наверное, это у них вот свой колледж открой и устрой там что хочешь. Свой колледж с блэкджеком и как там положено. А далее по мультфильму известному. Все эти осмотры отнюдь не спасают от того, от чего они пытаются спасти. Это глупость, на самом деле. Или стань главой ФСБ и диктуй свои правила. ГУЛАГ открой сразу же. Давай дальше читать. Там интересная новость про присоединение территории. Да, есть у тебя? Да. Где-то. Не успеешь, сама прочитаю. Вот. Успел. Да, главе Башкирии Рустему Хамитову на личном приеме с проблемой расположения деревни Усть-Табаска Аскинского района в двух регионах России обратился глава сельсовета Шериф Исламов. На территории населенного пункта граница проходит как раз почти посередине, Свердловская область и Башкортостана, улица Черемушки, деревня относится к соседнему региону, и это создает множество проблем, например, при операции с недвижимостью. И вот с просьбой, с вопросом изменения границ сельчане обратились в администрацию Аскинского района республики и Красноуфимского района Свердловской области. Был предложен новый вариант границы. Удалось достичь предварительной договоренности, но окончательного решения пока не было принято. То есть они хотят, чтобы их присоединили к Башкортостану, не к Свердловской области. Дети учатся в местной школе, ветераны получают пенсии, другие пособия из республиканского бюджета, поэтому нужно узаконить предлагаемые границы. Хамитов поручил правительству республики совместно с Свердловской областью разработать дорожную карту и, в общем, решить этот вопрос. А Свердловская область, наверное, не против, я так понимаю, того, чтобы село перешло к Башкирии. Трудно сказать. Увеличится территория республики. Чуть-чуть, совсем капельку, но приятно. Мелочь, а приятно. Население увеличится. Еще из позитивных новостей. Роскачество признало башкирскую водку одной из лучших в стране. Мы это и так знали. В рамках веерного исследования водок, профессиональные дегустаторы, не абы кто, а профессиональные дегустаторы оценивали вкус и аромат 49 алкогольных напитков популярных торговых марок, пишет Башинформ. По итогам, господи, тут такое слово, органолептической экспертизы. Каждый продукт получил определенное количество баллов. В общем, тут перечисляются названия брендов. И, в общем, башкирская водка вошла в топ-7 лучших водок. Мне понравилась внизу справка Башинформа, что вкус и запах водки должны быть характерны для водок данного типа. Они так это любовно написали, и на этом мы сделаем многоточие новости. Мягкий, присущий водке вкус и характерный водочный Спасибо аромат. Дмитрию Ивановичу Менделееву. Мы сейчас прервемся на московские и на уфимские новости, после чего продолжим наш эфир. В Москве, в студии Александр Климов. Новости. Предотвратить теракт в Казанском соборе помогли данные ЦРУ. Это стало ясно после того, как Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за информацию, которая помогла выйти на след и задержать группу террористов. Российский президент попросил американского лидера передать благодарность директору и сотрудникам американской разведки. Оба президента назвали предотвращение теракта в России позитивным примером сотрудничества. Москва и Вашингтон еще могут наладить отношения. Такое мнение высказал посол США в России Джон Хансман.
Я думаю, что дальнейшее улучшение отношений между США и Россией вполне возможно. Американцы ожидают и требуют этого. Впереди многообещающая повестка дня. И чем больше важных вопросов, по которым мы находим взаимопонимание, и чем чаще мы вместе ищем подходы к решению проблем, тем лучше будут отношения между США и Россией. Джон Хансман добавил, что россияне и американцы могут и должны вместе работать над решением глобальных мировых проблем. На Камчатке формируется новая армия. Она объединит морскую авиацию и силы ПВО Тихоокеанского флота. Мощное оперативное объединение будет контролировать воздушную обстановку на Камчатке, Чукотке и в Арктическом регионе. Как пишут со ссылкой на Министерство обороны «Известия», формирование армии начнется в 2018 году. На покупку завода шампанских вин «Новый свет» в Крыму претендуют две компании. Как говорится в материалах комиссии по приватизации в Крыму, учредителем одной из них является Банк «Россия» Юрия Ковальчука, другая «Вовх Инвест» зарегистрирована в Москве. Стартовая цена продажи завода составляет почти 1,5 миллиарда рублей. Обе компании уже внесли задаток в размере около 200 миллионов. Полиция провела обыск у финской журналистки, написавшей о военной разведке страны. Как сообщает издание, в котором появилась публикация, у Лауры Халминен изъяли личные и служебные телефоны, компьютер, планшет и несколько карт памяти. В качестве причины обыска полицейские назвали подозрение в раскрытии тайны, связанной с нацбезопасностью. Издание также сообщило, что накануне журналистка разбила молотком жесткий диск своего компьютера, чтобы окончательно уничтожить находящуюся в нем информацию и защитить таким образом источник полученных данных. Ранее власти страны начали расследование в связи с утечкой в прессу секретной информации. В Спасо-Андрониковом монастыре в Москве изрубили топором поклонный крест. Как сообщила Интерфаксу исполнительный директор движения «Возрождение обители» Лада Савонина, об этом рассказали священнослужители после обхода территорий. Крест установлен на колодце, который, по преданию, вырыл своими руками основатель монастыря святитель Алексий Московский. В Москве сейчас около нуля, такая же температура сохранится и в течение дня, ожидается мокрый снег. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Стройте свой бизнес, а мы строим для вашего бизнеса. Коммерческая недвижимость любых площадей в Уфе от первого треста. 222 0111. 1трест.ру. Говорят, человек должен посадить дерево, построить дом, воспитать сына. Разумеется, не обойтись без поддержки, знаний и, конечно, финансов. Все просто. Чтоб легко финансировать, нужно верно инвестировать. Финам. Инвестируй грамотно. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в городе Уфа, ООО «Финам Уфа». Цурюпы 75. Телефон 216 11 22. 5, 4, 3, 2, 1. 1 миллион рублей за студии в Зеленой Роще на старте продаж. Группа компаний «Госстрой». Звони 285 0055. Госстрой.рф. Заключение договора участия в прямом строительстве. Застройщик ООО «Литер 4». Проектная декларация на сайте Литер4.рф. Предложение не является офертой. Открой для себя журнал «Дилетант». Узнай о правителях и полководцах, о великих художниках и музыкантах, о писателях и поэтах. Ознакомься с историей в комиксах и карикатурах. Стань интересным собеседником. Прочитай о новинках кино и литературы. Выясни, куда сходить и во что поиграть. Покупай журнал «Дилетант» в гипермаркетах и киосках печати нашего города. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Доброе утро. На Эхе Уфе новости, в студии Милюша Латыпова. С начала года в Уфе без работы осталось более 9 тысяч человек. Об этом сообщает Башинформ со ссылкой на городскую службу занятости. По данным портала, 538 предприятий и организаций были вынуждены сократить штат. Планируется сократить еще более 3000. Агентство также пишет, что почти 5000 человек вновь трудоустроены. Между тем, в Башкирии с начала текущего года стало на 4000 больше предпринимателей. Об этом сообщил глава республики Рустем Хамитов.
По его словам, на сегодняшний день малый бизнес обеспечивает почти половину общереспубликанского оборота продукции и уже около трети валового регионального продукта. Хамитов также отметил, что каждый год прибавляется по 5000 новых малых предприятий. Уфимская компания «Олимпик Парк», которая управляет объектами горнолыжного комплекса, может быть признана банкротом. Как пишет газета «Коммерсант», соответствующее заявление в арбитраж Башкортостана направила межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы. К рассмотрению оно пока не принято, размер задолженности предприятия перед бюджетом не уточняется. По данным Картотека.ру, в отношении компании возбуждено исполнительное производство на сумму свыше 5 миллионов рублей. Вчера в Иглино вандалы разрушили ледовый городок. Об инциденте сообщили местные жители, пишет Уфа-1. Как передает портал, по проекту были запланированы ледовые скульптуры и несколько детских горок. Рабочие огородили елку и приготовили ледовые блоки, которые накануне разбили неизвестные. По данным портала, городок планируется открыть 26 декабря. Сегодня хоккейный клуб «Салават Юлаев» на выезде в Казани встретится с местным «Ак Барсом». Начало матча в 9 часов вечера по уфимскому времени. И о погоде. Сейчас в столице минус 15, переменная облачность по данным сервиса Яндекс.Погода. Температура воздуха днем минус 12, вечером минус 11. Милюша Латыпова, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. По будням утром с 9 до 10 на «Эхе Москвы» выступает Стас Михайлов. Как Поклонская на бюст Николая действует. Так это же не тот. Этот как раз тот. А с ним Дарья Кучеренко. Слушайте по будням с 9 до 10 «Уфимский разворот». Да не просто слушайте, участвуйте. Ну что, продолжаем наш утренний разворот на «Эхе Москвы» в Уфе. Стас Михайлов в Дарья студии. Кучеренко, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Присоединяйтесь к нашей трансляции на Фейсбуке и Ютьюбе. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ставьте лайки, шеры. Господи, какие колокольчики, слова. как там говорят. Как там Дудь говорит во во время интервью. Колокольчики и прочие ритуалы. Ужасно. Очень сложно, кошмар. да? Насмотрелась СМСки молодежной. пишите нам. Старый, добрый, проверенный способ. +7 927 304 1051. И номер пейджера. Личный Стас сейчас вам скажет, Да-да-да. можете ему ночью писать, проклинать его. Давай про елки поговорим. У тебя есть, где открылись елочные базары, адреса, пароли, явки? У нас же в 1833 году впервые был исполнен «Боже, царя храни». Я же не просто так, кстати, это... Какая-то гениальная подводка сейчас будет? Нет, зачем? Просто вот сегодня дата. Первый раз был исполнен гимн «Боже, царя Предлагаешь храни». спеть? Ты знаешь, если предложить его спеть, я думаю, гораздо больше людей споют хотя бы одну строчку, чем строчку из современного гимна. А, кстати, там я и Пушкин принимал участие в написании нет слуха, его. Да. Голоса тоже нет. Ну и со всем остальным тоже с твоим, грустно, конечно, да? Именем и фамилией петь лучше тебе не петь, надо сегодня. лучше не петь. Что Давай там? про елки. Давай про елки. Значит, все информационные агентства, даже больше, чем... Вот, кстати, про стратегию 2030 Мы же дойдем сегодня до елок или нет? Написали буквально 2-3 издания. Да, потому что уже писали про стратегию развития. Елки. Ну, это же жизнь, а это елки. Ну, Елки каждый подожди, год. во-первых, что важнее, это надо определиться. А во-вторых, стратегия развития, про нее писали и говорили очень много. Мы даже целую программу этому посвятили. Она у нас еще там лежит на сайте, можно ее посмотреть. Да? Да. Ну хорошо, давай про елки. Итак, Башинформ. Стоимость лесных красавиц. Открылось 92 базара, во-первых, по Уфе. Утверждено 92 базара. Сколько из них реально открылось, никто не знает пока. Ну, то есть это легальные, 500, официальные. Да, конечно. От 500 до 5000 рублей стоит лесные красавицы. По словам продавцов, цена зависит от высоты ствола, а также пышности и породы дерева. Самыми дешевыми являются елки и сосны от 500 до 2000 рублей и выше. Самыми дорогими пихты от 1000 до 5000. Но можно и поторговаться. В общем, недешево. Недешево. Еще же надо игрушки купить, там, Давай гирлянду. поголосуем. Давай. Игрушки можно вырезать.
Ну и елку можно искусственную поставить, если на то пошло, а не каждый год тратиться на натуральную. Вы в этом году какую елку предпочтете поставить? Вы бы какую... Ну хорошо, может быть, вы не ставите елку, но если бы ставили, то какую? Искусственную или натуральную? Если натуральную, 262, 72, 47, а если вы будете ставить искусственную елку, то 262, 72, 48. Голосование. Процесс пошел. Вы какую ель поставите у себя дома? Натуральную или искусственную? Если натуральную, то 262 72 47. Голосуйте по этому номеру. Если искусственную, то голосуйте по второму. 262 72 48. Я усмотрел у тебя нарушение антимонопольного законодательства. Ты сказала ель. Так, а что не так? Вообще елка же. Елка, да, правильно? Ель, сосна. Нет, это как бы указала. Давайте про пихту. Какую пихту вы установите? Искусственную или натуральную? И дальше реклама такая, да. И приходите на рынок. Дерево вы поставите у себя дома на Новый год? Дерево. Ты какое поставишь? Искусственное в этом году. А в прошлом была натуральная? Да, ну, для ребенка что не сделаешь, но после того, как все это осыпаться начало, а коты устроили праздник жизни живота, то... То есть тут чисто практический момент. Живая елка, неудобная, иголки по всему дому и так далее, так далее. Если бы она не осыпалась, ты бы так и продолжал бедные деревья, срубленные специально, чтобы порадовать твоих кошек, покупать и нести себе домой. Да раньше было проще. А искусственная сколько стоит сейчас? Дорогая да искусственная примерно елка? Так же. Да? Да, примерно так же. Ну и как вообще, вот не боишься, что ощущение праздника потеряется? Ты знаешь, я об этом сегодня подумал, глядя в утреннее зеркало на свое мятое лицо, о том, что вот как было хорошо в стародавние времена, когда и уже с сентября, даже с августа начинали готовиться к Новому году, банки горошка, стеклянные банки майонеза. Помните, дорогие товарищи? О, этот вкусный, прекрасный майонез провансаль в стеклянных банках. Началось. Да, потом последние 2 недели мандарины, был склад. А елку что, раньше ставили? Это погоня за елками обязательно, да, по пышне. Она, кстати... Слушай, тебя понимаю, как хорошо мы живем сегодня. Да нет, ну ничего святого, да. Ну, заходи в магазин и покупай горошек, были бы деньги, что называется. Вот никакого праздника сейчас нет. Эти салаты оливье, все то же самое, ну никакого дефицита. Ты стареешь скучно, просто, Стас. Скучно, праздника, ощущений Снега нет. Нет драйва. А снег? Да тебя не беспокоит? Снегом. Ну и замечательно ходить, не спотыкаешься. Какую елку ревматичными вы ножками поставите у себя дома на этот Новый год? Если уже поставили, то, соответственно, голосуйте, какую именно вы поставили. Вот натуральную, срубленную в лесу, или искусственную. Только честно признавайтесь. Если натуральную, то 262 72 47. А если искусственную, то 262 72 48. Ну и пишите нам для смс-сообщений, у нас есть номер, +7 927 304 10 51. +7 927 304 10 51. Башинформ заморочился и решил перечислить все адреса елочных базаров, все 92, которые есть. Тут рядом с нами есть что-нибудь? Я посмотрю. Это центральный рынок. На Ленина вот есть, я вижу. Где еще есть? Так, посмотрю. Ну, я не буду елку ставить. Но пойду схожу. Ну, посмотреть, да, ради интереса. Нет, можно. я не пойду. Я видела уже, елки продаются, да, и не только в Уфе, конечно, уже везде их начали продавать. А партия зеленых будет бойкотировать елочные базары, интересно? Ну, это же вырубка деревьев, жалко елочку. Зайку а может быть, это специальные скакать. Елочки вырубаются, которые сажают для того, чтобы их потом срубить. Ну, они же молодые, жалко же им жить и жить. Ну, ты же там цветы покупаешь кому-то, они тоже молодые. Кому? Искусственная? Себе? Ты картошку ешь, она тоже молодая, ее вырастили специально. Нет, я уже не молодую ем, которая полежала. Она уже неважно, умирала. В августе, там, в сентябре ты ешь молодую картошку. Ты где в наших магазинах видела молодые овощи? Скажи мне, пожалуйста. Я видела. Я тебе потом скажу после эфира, где можно купить.
Боже, что ты несешь сегодня с утра? Вообще просто все, что приходит тебе в голову, да? 262-72-47 вы у себя дома поставите или уже поставите, уже заговариваюсь, поставили натуральную елку 262-72-47. Нет, вы за искусственную елку 262-72-48. Каждый год ведутся дискуссии, какую елку ставить. И каждый год мы не приходим ни к чему. Но я не знаю, меняются кстати, приоритеты. Натуральную поставили в городе возле гостиного двора. Там же стоит большая елка. Вот она натуральная или она честно искусственная? Говоря, как-то мимо пробегал, Непонятно. не обратил внимания. Надо По-моему, прийти пощупать. где-то точно поставили искусственную. Администрация города говорила, что искусственную. И каждый год ведутся дискуссии, и выясняется, что искусственную очень дорого ставить в городе. Денег много надо, чтобы ее собрать, да, там содержать. Я вот просто обратил внимание, на центральном рынке ставили елку, там уже чуть месяц назад ее собирали, там целая бригада работала, гастарбайтеров, собирала как конструктор. Как ты определил, интересно, что это гастарбайтеры? Прям так сразу. Ну, по лицам, счастливым. Радующимся Новому вообще году. Надувную надо. Как надувные эти уродливые Дед Морозы и Снегурочки, которых ставят. Ну и ладно, господи. Надули и вперед. Главное, чтобы мигало. Ну, можно веточку домой еще принести, вот я думаю, как можно. Пальмовую. Ой, у нас тут что-то падает. Это Дед Мороз вне рухнул. нашей студии, да. Надеюсь, это не облава. Ну, еще в магазинах продают такие, знаешь, маленькие елочки. Я, может, себе такую куплю. Вот, слушай, я куплю себе домой такую маленькую настроение, елочку. на самом деле, и друзья, наверное. Вот с кем праздновать? Атмосфера-то внутри тебя, а не вне. Вот сколько елок не поставь, да, если настроение в хлам. У нас тут в отеле стоит внизу искусственная красивая елочка. Ее украсили игрушками. Подарки внизу поставили. Я, в общем, за искусственные елки. Вот серьезно. Это и практичнее, и удобнее. И раз потратился, потом можно уже, в общем-то, сэкономить на следующий год. Давай мы еще раз объявим номера для голосования. Я думал, с елками уже все. И нужно уже, да, подводить будет итоги. Вы какую ель предпочитаете ставить дома? Елку, Стас меня сейчас будет опять ругать. Елку какую предпочитаете ставить, искусственную или натуральную? Если натуральную, то 262-72-47. А если вы за искусственную елку, то 262-72-48. Вообще, у тебя есть ощущение Нового года вот в этом 2017 году? Того, что вот приближается что-то такое чудесное? Вот у меня скорее вопрос был не по поводу елок, а по поводу настроения к слушателям, но это будет еще повод у нас поговорить. У тебя нет скорее настроения. нет. Скорее нет. Черная депрессия. А у меня есть. Вот как ни странно. В прошлом году у меня не было. А в этом году как-то... Ты сравнила доисторических монстров. А в этом году как-то прям, ты знаешь, несмотря на то, что нет снега, я получаю такое удовольствие, идя по городу, где нет снега. Просто колоссальное удовольствие. Я за то, чтобы это все так продолжалось. Можно, пожалуйста, Европейская продлить? зима, да? Да, вообще так комфортно. И настроение есть новогоднее. И вот эти огоньки там везде мигают. Прям красота. Ну, это вот особенность молодого обмена веществ. Что сделать? Давай подводить итоги голосования. 29% наших радиослушателей за натуральную елку и 71% за искусственную елку. Они у себя дома поставят или поставили уже искусственную елку. Какой электорат у Шагаповой, посмотри, а? Да, ну, я не сказала бы, что голосование очень активное. В общем-то... Да все дегустируют водку, проверяют, это правда написали или нет. Еще рано, понедельник, утро. Да брось. Все заняты, все на работе, видимо. Брось, уже за 2 недели все, работа срывается, страна просто уходит в запой. Сейчас с вами почитаем о брендах республики, поменяем тему, там есть интересная статья. Я ей сейчас открою. Агентство «Медиакурсеть» у себя опубликовало, значит, большой материал, прошел круглый стол по брендам в Башкирии, и там пытались понять, а что есть туристический бренд Башкирии. И даже что-то выбрали, насколько я понимаю, насколько я... Сарматское золото. Прочитала, да. Сейчас, подожди, я ее открою. У тебя она открыта уже? Да вот у меня тоже открывается. Давай, начинай читать. Нет, я говорю, открывается, тоже висит все. Давай я пока напомню номер для СМС-сообщений. +7 927 304 10 51.
Мед, кумыс, сарматское золото. Что станет туристическим брендом Башкирии? Так называется статья на портале «Медиа Курсеть». В Уфе представители туристического бизнеса и общественники поделились своим видением туристического будущего Башкирии. Разговоры о том, что Башкирии просто необходим туристический бренд, ведутся уже давно. В этом году дело двинулось вперед. Госкомитет Башкирии по предпринимательству и туризму провел тендер, где отобрал компанию, которая должна разработать этот бренд к концу марта следующего года. Победителем стала студия рекламы «Парадокс». Компания готова исполнить контракт за 2 миллиона 700 тысяч рублей. 2 миллиона 700 тысяч рублей потратят на разработку туристического бренда Башкирии. 2 миллиона 700 тысяч рублей. Ты так подчеркиваешь, там еще и концепция вас есть спросить. Конечно, в понятие разработка бренда входит много чего. Понятно, что они не просто термин предложат и все на это. Они разработают целую концепцию, как это все использовать, как это все воплощать и внедрять. В каких цветах рисовать? Правильно ли, что республика тратит на это деньги? Как вы считаете? Вот 2 миллиона 700 тысяч рублей потратят на разработку туристического бренда. Чтобы вот туристов к нам привлекать, чтобы как-то позиционировать на российском, на международном уровне. Вот это хорошее вложение денег? 262, 72, 47. Да, правильно, это, в общем, надо использовать туристическую привлекательность Башкирии, надо разрабатывать бренд 262, 72, 47. Или нет, все это ерунда, ни к чему абсолютно не приводящая, пустая трата денег. Кто захочет к нам приехать, и так узнает и приедет. Сарафанное радио, интернет, и все что угодно. Экстремальный туризм. В общем, не нужно еще на какой-то там туристический елочки. Бренд тратить деньги. 262 72 48. Голосуем. Голосование. Процесс пошел. Голосуйте, пожалуйста, уважаемые друзья. 262 72 47. Вы считаете, что правильно то, что республика тратит деньги на разработку туристического бренда? Это хорошее вложение. 262 72 47. Нет, неправильно, ерунда какая-то. Вообще нашли, куда деньги потратить. Лучше бы на что-нибудь другое потратили. Это все бесполезная трата денег. 262 72 48. А ты бы на что эти деньги потратила? Ну, я бы их на туристический бренд и потратила. А мне нафиг кажется. нам туристы? Как это нафиг нам туристы? Ну, так подумать. Ну, во-первых, зачем? Деньги. Они тратят здесь свои деньги. А что они как будут минимум. смотреть? Ну, что они будут смотреть? Уфу, например, они будут смотреть. Люди едут на выходные. Вот ты зря смеешься, Стас. Люди едут на выходные смотреть Уфу. Есть даже туры, например, из соседних регионов в Уфу. Аквапарк, например. Не во всех городах есть аквапарк, а в Уфе он есть. В Уфе там красивый центр города. Это наши уезжают в Казани каждые выходные. Да. Я был в казанском аквапарке. А представляешь, в Уфу тоже едут вот с таким ощущением многие, с ожиданием и с желанием погулять по Уфе, по большому городу-миллионнику, посмотреть. Да, действительно едут. Есть такие прям вот автобусные маршруты. И есть много мест отдыха. Я вот сама еще, когда не жила в Башкирии, ездила, например, в Мрадымовское ущелье здесь, в пещеры отдыхать. Ну, вопрос сервиса, конечно, там серьезный стоит. Я помню, это да, помню, конечно. Когда по дороге едешь, и кафе заканчивается через 3. В общем, там серьезный вопрос сервиса по поводу того, как там пропускают машины. Тебя не пропускают на территорию, но раз в 5 минут какие-то машины проезжают и говорят, что они везут детям в лагерь продукты, но как-то уж слишком много машин, а потом ты видишь, что там эта компания целая в машине. Ну, просто заплатили, понимаешь, просто заплатили охране. И вообще, конечно, то, что нет связи, и много-много всяких нюансов. То есть начиная там с дороги. Инфраструктурно нет ничего, но, тем не менее, как бы без продвижения Башкирии, мне кажется, на вот этом поле туристической привлекательности ничего не получится. А тебе не кажется, что вот вмешательство государства в чисто частно-собственнические отношения, оно кривое, по сути дела? Вот смотри, достаточно построить дороги, не воруя, в Башкирии, хорошие дороги, я говорю о хороших дорогах. А кто узнает, что у тебя хорошие дороги? Подожди секунду, нет, вот хорошие дороги, дать преференции бизнесу, то есть нормальный, понятный налогообложение, простое, без кучи всяких справок и геморроя,
с нормальным оформлением и возможностью все это в один клик быстро делать, да, без бюрократии и чиновников, которые вмешиваются во все и вся. И они построят и кафе, и туалеты, и будет нормальная борьба. Вот ты знал, что в Тюмени, например, прекрасные дороги? Вот скажи честно, ты знал, что в Тюмени очень хорошие дороги? Ну, по крайней мере, я читал об этом, и что? Я знаю, что, кстати, это была история в конце 90-х, когда, насколько я помню, тогдашний губернатор, не помню сейчас кто был, они купили, по-моему, даже нашу патенты, разработку наших ребят. В общем, сейчас в Тюмени хорошие дороги. Лично я не знала об этом, пока сама в Тюмень не попала. Соответственно, если ты говоришь, достаточно построить хорошие дороги и сразу поток туризма вырастет, это не взаимосвязанные вещи. Нет, немножко, не передергивай. Я говорю, нужно построить хорошие дороги, создать условия для развития бизнеса. Ну. И все, и не надо никаких туристических... Еще побороть коррупцию в стране. Да, естественно. Ну, вот. А в нынешних реалиях хоть что-то приходится делать, хотя бы бренд. Ну, конечно, и чего? Ну, разработать за 2,7 этот бренд. 2,7 это совсем немного для целого региона. Многие компании тратят гораздо больше денег на свой бренд. Я согласен. Да я согласен абсолютно. Ну вот они разработают это, и все. И все это будет... Если вы, как Стас, считаете, что все это пшик и абсолютно ненужная трата денег, то голосуйте по номеру 262-72-48. А если вы, как я, считаете, что тратить деньги на разработку туристического бренда это правильно и важно, то 262-72-47. Давай почитаем, что там предлагают, в общем, в качестве туристического бренда. Так. Первым свое предложение высказал блогер Раис Габитов, нам с тобой известный хорошо. Он отметил, что главная особенность республики – это ее природа, леса и горы. Хорошо было бы, если бы бренд это отражал. По его словам, в республику в последнее время приезжает все больше туристов, которые желают сплавиться по рекам и пройти по горным маршрутам. Ну, конечно, горы не такие, как там в Чечне, в Дагестане, в Осетии, но тем не менее... На сплав приезжали всегда, это определенная группа, стало их больше или нет, я не знаю, не могу сказать статистика, но это определенная, постоянная, направляющая такая. Так... Представитель горного курорта Абзаково и туристского кластера «Горные курорты Башкирии и легенды Урала» Владислав Новиков предложил, соответственно, продвигать то, что он и представляет. Ну, каждый кулик хвалит свое болото, это нормально. Что еще? Перед началом самого мероприятия всем участникам раздали опросные листы. Одним из вопросов было то, как лучше назвать Башкортостан или Башкирия. Тема вызвала обсуждение среди участников очень бурное. Одни говорят, наверное, все-таки Башкирия, а другие говорят, надо принять политическое решение и начать уже всем продвигать Башкортостан. Вот они отвлекаются на самом деле, как мне кажется, мое оценочное суждение, на глупости. Это вот они говорят о том, о чем, собственно, не надо тратить время на серьезных мероприятиях. Это само происходит. Вот Башкирия, это есть, да? Есть официальная Российская Федерация, есть Россия. Есть Башкирия и Башкортостан. Башкирия, на мой взгляд, мне как-то вот ближе. Несколько участников круглого стола отметили, что при разработке бренда необходимо обязательно обратить внимание на этническую уникальность региона, чтобы, приезжая сюда, люди понимали, что здесь живут в Башкирии и нигде в мире нет такого региона. Лисьи хвосты, вот Салават Юлаев, банка с медом, вот это вот все. Так, в то же время директор по развитию торгового центра Башкортостана Ильдар Нурдинов обратил внимание на то, что ни в коем случае нельзя зацикливаться только на проведении башкирской культуры. Это не сильная точка роста. Если только на этом остановиться и продвигать только аутентичность башкирской культуры Кумыс-Курай, это будет неверное направление. Мед всем надоел. Таким вопросом задаются МК-сеты. Этим вопросом задались участники круглого стола. В Башкирии туристов больше, чем в Татарстане. Такой подзаголовок есть еще. Кстати, по меду... Огромная статья, не успею все почитать. Вот, к сожалению, время на исходе. Вот стоит добавить, что я не согласен по меду по одной простой причине, что у нас его мало используют. Да? Вот есть же там винные эти маски в Чехии и так далее. 90% наших радиослушателей с тобой согласились и считают, что не надо тратить деньги на разработку туристического бренда. И 10% считают, что это необходимая трата денег. Кстати, говорили. Мы вам желаем хорошего дня. Стас Михайлов. Отличной недели. Дарья Кучеренко, Никита Полянин. Всем пока. Всем пока.